позиции абсурдными аргументами, которых нет в законе. Абсурдных, которых нет. Вот у меня решение суда. Решение ТИК. Вот чтобы было понятно, да, зрители? Признать итоги голосования по политической партии НДПК они решили. ТИК. Признать итоги голосования. Итоги голосования, которых нет. Итоги голосования еще нет вообще. Они их признали на будущее. На будущее. Понимаете? Итогов голосования нет. Но они признали его. И суду не представили. То есть они сами отвечают. Это, говорят, в будущем. Вот они признают, вот итоги подведут. Получается, заранее уже проголосовать. Вот в чем абсурдность заключается. Знаете, сейчас даже речь не о подкупе вообще. Доказано, не доказано и так далее. Речь о том, что у нас в ТИК сидят бездарные люди, которые выносят бездарные бумажки, которым они признают итоги голосования недействительным, которых нет еще. Потому что сегодня ТИК не вынес ни одного итогового голосования. Итогового не было вообще ни по одной партии, ни по одному участку. Нет итогов. Но ТИК выносит, признает итоги голосования по НДПК. Такого в законе нет. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Абсурдность всей ситуации вот в этом находится. Даже можно миллион раз спорить, там, подкупал, не был подкуп, был подкуп, подстава, не подстава. Это вообще не... Да, дело в том, что ЦИК выносит решения, по итогам которых нет. Вот в чем дело. Понимаете? Вот и все. Поэтому, соответственно, все доводы остальные, они бездарные, безграмотные, безосновательные. Я рекомендую Центральной избирательной комиссии рассмотреть, пересмотреть при формировании ТИК на грамотных людей. Уялбайсар, уят болуш керек, хотя бы бумаги, пожалуйста, грамотнее оформлять. Научитесь. Они не понимают, что даже вынесли, сами не понимают. Какой-то колхозник